Доброе утро, дорогие наши телезрители. Утро Якутии вновь приветствует вас в начале дня, в самом начале дня. Все для того, чтобы вас зарядить хорошей энергией, позитивом и просто бодростью какой-то, которые с вами в течение всего дня пробудут и помогут вам достигать целей, которые вы на сегодняшний день себе поставили. Ну и просто, чтобы день прошел легко, потому что от просмотра нашей программы с самого утра, конечно, все это обязательно случается. Ну а чтобы в течение дня тоже с нами быть и не теряться, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там в течение дня много всего интересного также выходит, даже то, что не попадает в эфир. Поэтому бодрости и хорошего настроения будет еще больше, если вы подпишетесь. Ну а на календаре 26 августа, день недели, вторник. И мы начинаем это утро по традиции, конечно же, с информации о том, что происходит за окном. По данным гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 14 до плюс 25. В заречной группе от плюс 14 до плюс 26. В южных от плюс 11 до плюс 22. В Вилюйской группе улусов от 15 до 25 со знаком плюс. В Нижнеленских от 14 до 24 градусов тепла. В западных от 14 до 25 со знаком плюс. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 7 до плюс 19. В Янских от плюс 9 до плюс 21. На северо-западе от плюс 10 до плюс 20 градусов. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 9 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики переменная облачность ожидается. Ветер восточный 2 метра в секунду. А температура воздуха в Якутске будет в диапазоне плюс 12, плюс 25 градусов. И сразу после прогноза погоды важная информация о геомагнитной обстановке. Поделимся с вами прогнозом магнитных бурь на ближайшие дни. Начало недели радует стабильностью. И сегодня и завтра будет спокойно. Магнитосфера Земли будет в норме. Это так называемый зеленый уровень активности, но есть нюанс. Уже с четверга 28 августа и до субботы 30 числа нас ожидает магнитная буря. Хотя ее интенсивность не достигнет критических значений, важно обратить внимание на ее продолжительность целых 3 дня. Почему это важно? Длительная магнитная активность может вызвать определенные изменения в состоянии магнитосферы. Хотя полярные сияния в средних широтах и сбои в работе компасов маловероятны, метеозависимым людям стоит все-таки быть особенно внимательными к своему самочувствию. Ну а завершающий день лета, воскресенье, пройдет в спокойном зеленом режиме. Ну и, как известно, магнитные бури, могут влиять на наше самочувствие и настроение. Но знаете ли вы, что существует мощный инструмент, который помогает не только справиться с негативным влиянием извне, но и привлечь к жизни позитивные перемены. И сегодня мы поговорим о том, как создать свою личную мантру. Древнейший инструмент для гармонизации внутреннего состояния и достижения целей. Это не просто набор слов, а настоящий энергетический код, способный настроить вас на нужную волну и защитить от внешних воздействий. Многие успешные люди начинали свой день с личной мантры. Например, Уинстон Черчилль повторял каждое утро: «Я буду наполнять каждый день как можно большим количеством планов, идей, встреч и решений». А вот мантра Оскара Уайльда: «Каждый день я буду становиться сильнее, умнее и добрее». Такие короткие и емкие фразы помогают сосредоточиться и дать правильную установку мозгу. Как правильно составить мантру на успешный день? Чтобы мантра действительно приносила результат, важно правильно ее составить. Вот основные принципы для эффективной мантры на успех. Используйте утверждения в настоящем времени. Например, «Я ежедневно становлюсь увереннее» вместо «Я стану более уверенным». Делайте акцент на положительных эмоциях. «Я испытываю радость от каждого нового дня». Самое главное время для произнесения мантры на хороший день – это утро, сразу после пробуждения. В этот момент вы задаете тон всему предстоящему дню. Также хорошие точки для повторения мантры во время утренних ритуалов, зарядки, душа и завтрака. По дороге на работу или учебу, придя на работу, перед началом рабочего дня, в обеденный перерыв, а вечером перед сном – хорошее завершение дня. Оптимальный график – утром, днем и вечером. Но можно начать с 1 и 2 раз, постепенно увеличивая частоту повторения мантры в течение дня.
Как правильно произносить мантру на хороший день? Есть несколько советов, как максимизировать эффект от проговаривания мантры. Медленно, с расстановкой и небольшими паузами между фразами. Экспериментируйте с громкостью. То тихо про себя, то вслух. Синхронизируйте слова мантры с дыханием. Попробуйте с открытыми и закрытыми глазами. Записывайте мантру на диктофон и слушайте. Проговаривайте перед зеркалом, глядя себе в глаза. Также полезно делать какие-то движения или упражнения во время произнесения мантры, например, ходьба, йога или растяжка. Это только усилит эффект. Вот берите на заметку вот такие советы полезные. Все-таки есть что-то в том, чтобы произносить какие-то свои личные мантры, настраивая на себя на какие-то свершения, возможно. Ну а пока мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия! Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Проект «Бастионы памяти» продолжает обретать новые грани. В Новгородской области был обновлен мемориал воина-якутянам. Теперь рядом со стелой появились памятные плиты с именами бойцов, которые погибли на территории Новгородской области. В торжественной церемонии открытия принял участие глава Якутии Айсан Николаев. Он возложил цветы к новому мемориалу, где увековечены 1589 фамилий. Мы 21 июня установили памятный знак о якутских воинах, сражающихся под Сталинградом на Мамаевом кургане. И символично, что второй вот такой знак мемориальный, такие вот плиты с фамилиями наших якутян, мы устанавливаем здесь, на новгородской земле. Для нас, для всех вот якутян очень памятная эта земля. Конечно, в первую очередь памятное сражение 23 февраля 1943 года на Ильмене, когда свыше 600 наших якутян погибло в тот день. Трагический день для республики. В Якутии на полях хозяйств начался сбор урожая, в том числе в сельскохозяйственном кооперативе «Олимп» Тулагина-Кильдямского наслега. Так собрано более 40 тонн ранней капусты, около 10 тонн картофеля и почти 30 тонн моркови. Всего на полях трудится почти 40 работников. Также на территории кооператива выращивают помидоры, арбузы на полигектара и кукурузу. Овощи направляются на продажу не только в Якутск, но и в северные районы. Массовый сбор урожая начнется с 5 сентября. От плана, я думаю, не отстанем, но тем не менее, конечно, боюсь, что урожай картофеля и урожай капусты будет ниже, потому что нынче очень много вредителей на капусте. Мы с ними, конечно, у нас капуста около 38 гектаров, вот представьте. И очень много нынче, поскольку дождей много было, вредителей очень много, поэтому вот у нас такие дырчатые, они все кружевные, капусты будут. Но это говорит о том, что там мы химикат особо не применяем. В Якутске проходит туристический слет для молодежи «Акселератор». На протяжении 3 дней участников со всей республики ждет насыщенная программа. Лекции по оказанию первой медпомощи и краеведению, мастер-классы, а также спортивные мероприятия по сборке и разборке автомата, игры на сплочение, страйкбол и притягивание каната. Турслет организован в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Наша вот молодежь, вот наши педагоги, которые сегодня собрались, они как бы все равно знакомы со всеми этими нашими направлениями. Но такого рода мероприятия на свежем воздухе и такого рода тоже тимбилдинг, он очень полезен и ценен. И я думаю, то, что они получат неоценимый опыт, это во-первых, ну и подружатся, пообщаются. И главное, то, что будут свои знания передать дальше своим ребятам. Ну а с 20 августа в выставочном зале Национального художественного музея республики начала работу для всех посетителей новая выставка, посвященная образу якутского воина, снайпера Саха, о выставке этой экспозиции нам расскажет Басхардырова Татьяна Дмитриевна, научный сотрудник Национального художественного музея республики. Доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, собственно, концепт выставки, почему было выбрано именно
такое название и чем, собственно, это обусловлено? Название действительно очень интересное, такое народное, полюбившееся многим якутянам, и оно действительно характеризует именно якутского воина, якутского солдата, якутского мужчину в любом случае. И именно вот это вот название, оно как бы очень плотно вошло в такой вот обычный обиход. То есть, когда мы говорим снайпер Саха, мы сразу подразумеваем якута, воина, который еще со времен Великой Отечественной войны очень себя ярко, смело показал. Вообще образ очень такой емкий, немногословный, монументальный, не только как физически, но в своих каких-то решениях. И поэтому, соответственно, для выставки такой народный, такой искренний, такой важный, да, выбрано было такое очень, я считаю, очень нужное название. Я тоже какую-то некую еще отсылку к одноименному фильму. Да, конечно. Фильм очень полюбившийся якутянам. То есть именно вот на всех просторах республики, да вообще по всей России этот фильм очень известен. Он участвовал в многих конкурсах. Но тут не только даже и отсылка отчасти к фильму, конечно же, да, такая некая аллегория, да, но это вообще такой народный образ, такой собирательный. А что представлено будет? Вот, ну, не будет, уже почти как неделю представлено в этой выставке. Выставка вообще же очень такая интересная, яркая, самобытная. На ней представлены произведения искусства наших якутских художников, как бы мощно очень представлены. И как бы не только произведения там, графики, живописи, но также и декоративно-прикладное искусство. И очень интересная выставка, и она вот как-то очень так вот вошла очень плавно, да, и так как-то ожидаемо. Я думаю, вот сейчас мы встречаемся последнюю неделю лета, да, я думаю, в сентябре эта выставка будет очень много посещаема нашими горожанами, людьми. Ну да, почему бы, опять же, ну, не вспомнить про момент, что бывают некие внеклассные в школах работы. Конечно, да? конечно, конечно. Осень вообще такой вот очень сезон для нас активный, для Национального художественного музея. Да и вообще же осень такое прекрасное время, потому что мы встречаемся со своими любимыми посетителями, со школьниками в том числе, со студентами. Ну, осень такая вот активная, да, пора. И мы считаем, что выставка будет очень... Востребовано. Очень, да, Популярно. востребовано. Ну, такое слово не хотелось бы. Очень душевно принято нашими зрителями. Да, она так. А наш зритель очень уникальный. Наш посетитель очень интеллектуальный, очень красивый и душевно, и внешне. И мы очень их любим, и мы просто их ждем на эту выставку. Ну вот после таких слов, я думаю, грех не прийти уже на выставку. Конечно. Но вот хотелось бы спросить, да, ну то есть понимаем, что выставка — это всегда много работ, тем более мы поняли, что это не только изобразительное искусство, а есть ли какая-то, скажем так, какой-то центральный экспонат, который вот образует вокруг себя всю эту выставку? Я бы не назвала бы его как бы один, да, центральный экспонат, да, какой-то Может быть, и искусства. группа, да, какая-то? Да, это группа, это, во-первых, якутские художники, очень крепкая графика, очень интересная. Вообще якутская графика — это такой своеобразный феномен. И она как бы вообще образует вот эту выставку, является таким смысловым ядром. Это то, куда, в принципе, заложен весь посыл, и интеллектуальный, и научный, и эмоциональной выставки. Я думаю, вот она вот как бы и образует, и держит всю выставку. Ну, говоря таким вот термином. А что было самое трудное при подготовке? Потому что мы понимаем же, да, что ну, та же самая выставка, это ну, ничем, можно сказать, не отличается от того, чтобы там концерт какой-то собрать. То есть это подготовка, это не один день, это, возможно, даже месяцы на это уходит. И всегда есть какие-то моменты, которые ну, сложнее всего даются, которые, когда сделаешь, ты такой, вот, все, вот сейчас уже пойдет. Вот что было в данном случае таким моментом? Вообще, любая экспозиция — это коллективный интеллектуальный труд всего нашего музея. Мы стараемся вообще вложить всю свою душу, да, в любую экспозицию и представить наше произведение так, чтобы это дошло именно до сердца нашего посетителя. Вообще любая выставка — это такой научный труд, потому что при создании выставки создается определенный концепт, концепция, идея, и вокруг нее как бы все вот начинает образовываться, затем зрительный ряд и тому подобное. Я не скажу, что было что-то сложное, да, и никогда при любой экспозиции мы не считаем, что что-то сложно, трудно. Для нас это все равно творчество, это искусство, и для нас очень важно, чтобы выставка была понятна.
понятна и принята нашими посетителями. То есть я не могу сказать, что она была такая сложная, да, или какая-то при создании какая-то трудоемкая. Ну, конечно, определенные есть, специфика определенная есть при создании, как при любой работе, но тем не менее. Но есть такой момент чуда, потому что даже когда создавая какой-то зрительный ряд, ты до конца можешь и не знать, что получится как бы в результате, да, то есть это не то, что не можешь не знать, да, то есть ожидания иногда предвосхищают, то есть это не ожидание, это не как ожидание, но это ожидание предвосхищения, то есть иногда получается дитя, а мы к экспозиции относимся как к ребенку, получается лучше, чем как бы задумывалось. Ну, это, в принципе, да, реальность лучше, чем ожидание. Да, то есть момент такого рождения, такого откровения и такого маленького чуда, а иногда и большого чуда присутствует при создании любой экспозиции. Ну вот в беседе уже упомянули сентябрь, что мы ожидаем, во-первых, в сентябре и большое количество посетителей в связи, опять же, там, с началом и учебного года и так далее. Сейчас из отпусков люди повозвращаются и так далее. А выставка вообще до какого числа будет работать? Выставка будет работать осень, да, сентябрь, мы надеемся, да, и она будет посещаема, и мы будем ждать посетителей, будем зазывать. И также во время выставки будут различные публичные программы. У нас очень широкий спектр, куда мы ждем наших гостей. Это и садиковского возраста, и школьного, и студенчества, и взрослые посетители. То есть, ну, стараемся. Ага. Ну, еще вот говоря про выставку, ну, уже, наверное, даже не только про саму выставку «Снайпер Саха», а вообще, в принципе, про экспозиции. Ну, мы понимаем, современный мир уже как будто бы посетителю мало показать одни только там экспонаты, одни работы художников и так далее. Всегда какой-то пытаются внести интерактив или что-то подобное, то есть больше как бы иммерсивность какую-то создать, что ли. Конкретно в выставке «Снайпер Саха» такие приемы какие-то используются? То есть помимо работ, что могут увидеть посетители? Конечно, я вот упомянула, что у нас активные публичные программы, которые включают в себя именно иммерсию, да, какое-то соучастие, да, будут различные акции на этой выставке. То есть мы вот эти все приемы, конечно же, используем. Но век цифровизации активно я хочу все-таки эмфазировать и напомнить, что нет ничего лучше произведения искусства самого. Ну, как бы это во главе всего, в принципе, Да, стоит. да. Да. Татьяна, ну, спасибо большое. Мы вас, дорогие зрители, тоже, наверное, приглашаем посетить эту выставку. Тем более, ну, так интересно мы про нее проговорили. Да. Хочется прийти посмотреть, и, надеюсь, вы это тоже сделаете. Тем более, таких приятных слов вам всем наговорили сегодня. Вот, Татьяна, вам спасибо. Вам спасибо удачи большое в вашей работе. Спасибо, и, конечно, чтобы выставка реально была посещена большим количеством людей. Да, мы думаем, мы верим в нашего посетителя. У нас очень всегда активные слушатели, очень активные зрители. Всех мы очень сильно любим, всех приглашаем, и вас в том числе. Спасибо. Побывать на этой выставке и как-то поделиться своими впечатлениями. Вообще, мы, собственно, работаем для посетителей, для наших любимых горожан, для гостей столицы, и мы каждого очень рады видеть. Здорово. Ну, а мы продолжаем дальше. И у нас на очереди одна из важнейших вещей, которая в утреннее время должна быть, мне кажется, у каждого человека, для того, чтобы день прошел бодро и энергично. Это, конечно же, утренняя зарядка. Давайте сделаем ее вместе. Всем доброе утро, дорогие жители нашей республики. Сегодня с вами на связи тренер Света Миронова, и мы с вами сделаем классную зажигательную зарядочку. И давайте вместе со мной мы с вами поднимаемся. Первым делом начинаем с разминочки, подготовим наше тело. Сделали хороший вдох через нос, вытягиваемся наверх и выдох, наклоняемся. И еще раз, хороший вдох, вытянулись, выдох и последний раз вдох. И выдох. Супер, отлично. Выпрямились. Начинаем круговые движения головой. Раз, два, три. В другую сторону. Раз, два, три. Кисти на плечи и круговые в плечевом. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. И раз, два, три. Супер! Сейчас мы выполняем шаг в стороны, немножко разогреем наши суставы, чуть-чуть слегка приседаем и ножку вытягиваем, подключаем наши руки, локти отводим назад. И раз, два, три, четыре, пять. Выполняем развороты, поворачиваем корпус в стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подключаем ножки, выполняем захлест. И раз, два, три, четыре, пять,
6. Супер, еще раз сделали вдох, выдох. Сейчас мы с вами добавим немножко интенсивности. Начинаем бег на месте, поднимаем наши коленки и побежали. Давайте 20 секунд. Самое главное, мы с вами дышим. Вдох выполняем через нос, выдох через рот. Супер, отлично. Подключаем приседания, ножки в стороны. Присели, ножки вместе. И давайте энергичнее. Вдох, сели, выдох, встали. 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. И последний. Хорошо, отлично. Теперь мы ручки берете за замочек и за затылок. Поднимаем коленку и крест-накрест, локоть, колено. Поехали. 1, 2, 3, выдох. 4, 5, 6, 7, 8. То же самое, но уже с прямыми ногами и руками. 1, 2, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Выполняем выпады на месте, чтобы проработать мышцы ног. Смотрим. Хороший широкий шаг назад. Присели. На выдох и колено. На одну ножку выполняем 5 раз. Сели. Выдох. За равновесием следим. 3. Вдох. Выдох. Спинку держим ровно. 4. И 5. Сейчас мы с вами меняем ножку. Вдох. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Ноги поставили шире плеч. И давайте сделали хороший вдох. И приседаем. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Выдох. И в заключении мы с вами растягиваемся. Сделали хороший наклон. Растягиваем всю заднюю поверхность ног. Правой ножки. 1, 2. К левой ножке. 1, 2, 3. Ручки взяли. Вытягиваемся вперед. Спинку округляем. 3, 4. И прогнулись. 1, 2, 3. Хорошо. Встряхнули, расслабили ручки. И давайте восстановили дыхание на последних. Вдох, выдох. С вами была тренер Света Миронова. Всем отличного дня! Свежесть и энергия – это прекрасно. Только что мы выполнили комплекс утренних упражнений, и теперь наше тело наполнено бодростью и силой. Но знаете ли вы, что поддерживать красоту и здоровье можно не только с помощью физических активностей? Современные технологии красоты предлагают нам удивительные помощники в уходе за собой. Массажеры – это не просто модный тренд, а настоящий прорыв в области домашнего ухода за телом и лицом. В рубрике «Дела семейные» сегодня узнаем о самых эффективных массажерах для домашнего использования. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Дела семейные» мы вам расскажем про наши незаменимые массажеры, которые пробуждают нас с утра. И первый наш массажер, он идет у нас для головы, включает нашу головку. И это очень приятный массаж, который помогает нам проснуться и включить все нейронные связи, который помогает нам немножко где-то даже расслабиться, спокойно встретить утро. Следующий наш массажер, он идет у нас для рук, для головки и для всего тела. Чаще всего его используют с детками, у которых аутизм или какие-то уже серьезные отклонения, но при этом он подходит и всем, и даже взрослым. Обязательно это очень приятно, это расслабляет и включает все наши точки, которые помогают нам лучше думать. Зубчики в этом массажере очень такие острые. Нужно быть с ним очень аккуратным. Для взрослых это, конечно же, не очень больно, а для деток это ощутимый такой массаж, который может быть неприятным, но очень эффективным. Этот массажер включает наши пальчики. Он такой немножко неприятный, но эффект от него колоссальный. Каждый день делая такой массаж, ребенок будет лучше разговаривать, лучше понимать взрослых. Он будет более усидчивый, потому что в наших ручках все наши точки, самые важные организма. И когда ребенок каждый пальчик проминает этим массажером, этим колечком, все его нейронные связи начинают работать намного лучше. А это наш колючий ежик. Мы тоже включаем им ручки. Есть даже песенка про колючий ежик. Мы им тоже, бывает, ее включаем и вот так массажируем, веселимся, да?
наш колючий ежик. Мы работаем больше с ним тоже на ручках и при этом ведем его тоже вверх. Эти массажеры мы используем для разнообразия, тоже для рук. Они цветные, ребенку интересно их щупать, трогать. Они включают тоже наши пальчики. Еще по утрам мы обязательно включаем наши ножки. Мы ходим вот по такой тропинке. Конечно же, в наших ножках, как и в ручках, есть все точки организма, которые после такого массажа ног лучше работают. Он лучше развивается, и, конечно же, у него становится чище и краше речь. Если у вас нет такой дорожки, вы можете использовать разные крупы. Берете любой поднос и сыпете любую крупу крупную, либо разные фракции. Важно, чтобы постоянно ребенок ходил босыми ногами, ощущал разные поверхности и, конечно же, оздоравливался и развивался. Ребенок каждый день, ходя по вот таким вот квадратикам, становится с сильным иммунитетом, меньше болеет и чувствует себя намного лучше. Любимые книги имеют удивительную способность сопровождать нас на протяжении всей жизни. Они становятся верными друзьями, мудрыми наставниками и проводниками в удивительные миры. Сегодня в нашей рубрике «Книжная полка» вас ожидает особенное путешествие. Готовы погрузиться в историю, которая покорила сердца миллионов читателей по всему миру? История, где реальность переплетается с фантазией, а дружба становится сильнее любых преград. Что же скрывается за обложкой этой удивительной книги? Кто ее главные герои и какие приключения их ждут? Ответы на эти вопросы узнаем сейчас. Здравствуйте, меня зовут Богдан. Сегодня я хочу рассказать об этой книге «Малыш и Карлсон», автор Астрид Лингрен. Это шведская писательница, которая также написала много других детских произведений, например, «Пеппи длинный чулок». Все мы видели советский мультик, где малыш с привидением бегает по крышам и пугает жуликов. А фраза «пустяки» «дело житейское» наверняка произнесена нами всеми и не один раз, и всегда поднимает настроение. «Малыш и Карлсон» — два героя этой книги, один из которых обыкновенный мальчик Свантис Свантисон по прозвищу Малыш. А второй кто? Это маленький толстенький мужчина в самом расцвете сил, с кнопкой на животе, пропеллером на спине, да еще и живущий на крыше. Вы много знаете людей с пропеллером на спине, кнопкой на животе и живущих на крыше? Я только Карлсона. Он прячется от взрослых, а сам ведет себя как ребенок. Да и лечится не лекарствами, а вареньем. Но вот его проказы не всегда милые и безобидные. Иногда они вызывают небольшой пожар. Вот один раз они заставили волноваться всю семью, и пожарные доставали с крыши малыша. Но это все пустяки, дело житейское. Держу в руках эту книгу. Та самая любимая книга моей мамы. Издание 1993 года. Лежит у мамы в надежном месте, чтобы не потерялась. А я с детства, если честно, я с детства в компании этих двух друзей. И в школе в 1 классе я победил в номинации «Лучший костюм героя советского мультика». Это я, не удивляйтесь. А песенка Карлсона, которую он поет, когда у него хорошее настроение, звучит так. Пусть все кругом горит огнем, а мы с тобой споем. Ути, басе, бесе, бесе, весее отдохнем. Пусть 1000 булочек несут на день рождения к нам. А мы с тобой устроим тут ути, басе, бесе, капут, бесе и тарарам. Хотите море шалостей? Тогда берите ее. И не удивляйтесь, что прочтете ее быстрее, чем попить чай с булочками. Веселого чтения, друзья! Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал о том, чтобы удача улыбалась именно ему. Кто-то ждет ее, сидя на диване, а кто-то активно идет ей навстречу, веря в собственные силы и возможности. Знаете ли вы, что существует целая наука о везении? Психологи утверждают, те, кто искренне верит в свой успех, смотрят на мир совершенно иначе. Они активны, жизнерадостны и не боятся открывать новые горизонты. В разных уголках мира люди придумали свои способы привлечения удачи. В Японии верят в традицию омакэсе – довериться судьбе и позволить ей вести тебя. В Мексике устраивают яркие карнавалы удачи, где каждый участник становится частью волшебного действа. А в Индии проводят специальные ритуалы, наполняя пространство позитивной энергией. И сегодня особенный день для всех, кто верит в удачу, ведь именно сегодня отмечается необычный праздник – День привлечения удачи. Так что искренне
искренне желаем вам, чтобы она улыбалась вам не только сегодня, но и каждый день. Ну а мы пока узнаем, какими еще памятными событиями и праздниками отмечен сегодняшний день в календаре. На календаре 26 августа. По народному календарю сегодня Тихон Страстной. На Руси Тихона считали помощником в избавлении от всякого уныния. Ему молились об умиротворении души. У крестьян существовал обычай прибираться в этот день в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти. Этот день в истории. В 1768 году, 26 августа, началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. В 1770 году в трудах Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля. В 1943 году в этот день в ходе Великой Отечественной войны началась битва за Днепр. В 2000 году вышел указ президента России об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск». В этот день родились Иоганн Ламберт, немецкий физик, философ, математик, астроном. Мать Тереза, католическая монахиня, основательница Ордена Милосердия, Нобелевский лауреат. Георгий Георгию, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Петр Тодоровский, советский российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор. Валерий Попенченко, советский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Ян Арлазоров, российский артист эстрады, актер театра, заслуженный артист России. Именины сегодня отмечают Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Тихон и Яков. Легендарный автомобиль, который знают и помнят все. Настоящий труженик, прошедший через десятилетия и сохранивший свое особое место в истории отечественного автопрома. Сегодня мы расскажем вам о ГАЗ-69, внедорожнике, который получил народное прозвище «Козлик» за свою прыгучесть и неукротимый характер. Этот автомобиль стал настоящим символом эпохи, покорив сердца миллионов советских людей. Почти четверть века на конвейере, экспорт в более чем 50 стран мира, бесчисленное количество модификаций – все это о ГАЗ-69. В прошлых выпусках мы обозревали ГАЗ-67, продукт военного времени. Достойным продолжателем наследия отечественного Виллиса стал легендарный ГАЗик, автомобиль ГАЗ-69. В первую очередь, как и предшественник, автомобиль был предназначен для военных нужд, но стал частым явлением в селах, да и не только, всего Советского Союза. Тот самый председательский ГАЗик, проходимый, надежный по меркам того времени, выпускался вначале и на Горьковском автозаводе, и на Ульяновском. Но с 1956 года, спустя 3 года после начала выпуска, полностью перешел на Ульяновский автозавод. Интересно и то, что больше половины разных деталей этого автомобиля были взяты с других, более ранних моделей ГАЗа. К примеру, всю систему двигателя, включая коробку передач, тормоза, зажигание и печку, конструкторы позаимствовали у ГАЗ-М20, а ручник, контрольные приборы и фары у ГАЗ-51. От ГАЗ-67Б новому внедорожнику достались ведущие мосты и шины. Но к особенностям новой модели можно отнести задний мост с межколесным дифференциалом неблокируемого типа, раздаточную коробку трансмиссии, в которой отсутствовала прямая передача, зависимую рессорную подвеску колес, шариковые шарниры скоростей и 2 пары гидравлических амортизаторов двойного действия. Кстати, в период производства отдельной структуры МВД Советского Союза отдавали индивидуальные заказы на доработку автомобиля, а точнее, чтобы вместо складного тента установить полноценную металлическую крышу. За все 20 лет сошло с конвейера более 600 тысяч экземпляров, и около половины этих автомобилей были экспортированы во многие страны мира. В конце 50-х конструкторы УАЗ предоставили право румынскому автопрому массово производить ГАЗ-69, официально передав им необходимую техническую документацию. А уже начиная с 1962 года такое право было предоставлено и Северной Корее. До Дня знаний остается меньше недели, и самое время подумать о подарке для учителей. Выбор презента для педагога – это не просто формальность, а возможность выразить благодарность за их непростой труд и заботу о наших детях. При этом важно учитывать правила этикета и законодательные ограничения. Подарок не должен ставить ни дарителя, ни получателя в неловкое положение.
Правильно подобранный презент создаст атмосферу уважения и признательности, покажет вашу заботу и внимание к педагогу. И сегодня в рубрике «Школа этикета» моя коллега Вероника Тамтосова расскажет о тонкостях выбора подарка для учителя. Доброе утро, дорогие телезрители! Это рубрика «Этикет», и сегодня поговорим о подарках учителям. Этикет подарков стандартный, то есть не дарим очень личностные вещи, например, парфюмерию, украшения какие-то символичные, конкретные, которые могут иметь специфику нравится, не нравится. Также помним, что нельзя дарить дорогостоящие подарки свыше 3000, там это считается по каждому подарку индивидуально, поэтому если несколько каких-то подарков в пределах этой суммы, то тоже разумно, да? Вот об этом нужно не забывать, что есть установленный законом ограничения. Ну и, конечно, самое главное, помним, что это педагоги, то есть это культура, эстетика, восприятие, понимание. А все, если вместе сложить, то, конечно, они помнят, что это и воспитательный момент от самих учеников. И мы решили узнать у учителя, ну, в данном случае начальных классов, что же она бы хотела получить в подарок, а точнее, что ей обычно интересного, уникального дарят. Ну и делать свои выводы. Помним, что цветы, конфеты – это все прекрасно, но нужно подойти с мыслью какой-то оригинальный, интересный, ведь это ваш любимый учитель. Тина Александровна, скажите, пожалуйста, а часто ли делают учителям подарки? Здравствуйте. Ну, я думаю, что этот ответ очевиден, конечно, часто, потому что праздников очень много, и много подарков делают дети сами от себя в любой день, вне зависимости от праздника. Я думаю, что еще с детских садов, даже с 1 класса, сами учителя учат детей, обучают, что главное внимание, главное подарить не только то, что купить, даже ту же шоколадку или чупа-чупс, а сделано своими руками. Поэтому даже на уроках технологии труда, на уроках ИЗО мы сами рисуем, сами изготавливаем те же открытки к 23 февраля, к 8 марта, тем самым воспитывая, что можно подарить и сделанное своими руками, и это будет намного приятнее подарить своему близкому человеку, родителю, товарищу, другу, нежели просто купить что-то готовое в магазине. Нынешний выпуск у меня попался такой творческий, родители и учеников моих, возможно, то, что я тоже с ними как-то более творческая, они стараются чем-то меня тоже удивить. И, например, был День учителя 5 октября, и решили родители, помимо там букета цветов, не помню даже точно, да, они сделали, что каждый ученик подходил ко мне и дарил открытки. То есть это были, кто-то купил готовые открытки, очень много открыток было сделано своими руками. То есть они проявили свое внимание, что каждый ребенок, да, просто мне подарил. Ну и там, конечно, приятные слова и пожелания, написанные лично почерком каждого ребеночка. То есть их 38 детей, 38 открыток 5 октября я получила. Есть дети, которые даже не во время праздника меня рисуют, например, портреты. Есть одна девочка, Ковалевич Вика, она с 1 по 4 класс, ко дню учителя, по-моему, точно праздник, портрет от меня, и каждый раз он новый. То есть и я меняюсь, и творчество ребенка тоже меняется. Есть ребенок, который любит оригами. Даже вот я говорю, каждый день можно что-то получить. Да? Вот сделанный руками журавлик, тоже приятное. Ну, вот. Творчество детей, видите, тоже, это вот, по-моему, со дня учителя. То есть каждый ребенок старается то тоже проявить. Это, я еще раз повторюсь, может быть конфетка даже, это может быть они там что-то смастерят маленькое и приносят. Все равно приятно, потому что ты видишь, что ты не безразличен человеку, тем более своему ученику, с которым ты столько времени проводишь вместе. И это, конечно, дорого стоит. А мы переходим к, наверное, нашей излюбленной теме. Это новости из мира животных. Этого пса со взглядом уставшего менеджера в пятницу вечером в интернете знают уже миллионы. Знакомьтесь, Макс, новый герой социальных сетей, который покорил всех своей уникальной, почти человеческой мимикой. Пользователи в комментариях наперебой спорят, на кого он больше похож. На Вуки из «Звездных войн» или на голливудского комика Уилла Феррелла, а из кажущегося вечно недовольства на мордочке шутят, что Макс только что посмотрел цену на бензин или просидел все совещание. Но его хозяйка спешит всех заверить, несмотря на столь суровый вид, песик абсолютно счастлив и окружен огромной любовью, а его необычная внешность – это результат уникального генетического микса. ДНК-тест показал, что в Максе смешались кровь целых 9 пород, среди них ши-тцу, пудель, такса, чихуахуа, Джек Рассел, мопс, бигль и даже
Чао-чао. Вот такой удивительный и очень выразительный коктейль. Остается только гадать, выражение какой именно породы мы видим в каждой его эмоции. Ну а в целом вот примерно так ощущают себя люди, которые не смотрят нашу программу. И у них вот день в таком настроении проходит. Поэтому раз вы смотрите нашу передачу утром, значит у вас все всегда с улыбкой на лице. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях, после чего мы вернемся и побеседуем с гостями в студии. А мы продолжаем говорить о самых заметных событиях к этому часу. Глава Якутии посетил Новгородский инновационный и научно-технический центр «Интеллектуальная электроника» «Валдай». Это площадка для совместной работы студентов, молодых ученых и представителей бизнеса. Здесь располагается дизайн-центр микроэлектроники, научные лаборатории по разработке биомедицинских технологий и изделий. В ходе встречи обсудили вопрос возможности партнерства Якутии и Новгородской области в сфере подготовки специалистов в области микро- и наноэлектроники. Последовательно с 2018 года университет участвует во всех программах поддержки электроники, и мы сформировали уже полноценный перечень нового современного оборудования. Это и эпитаксия, это и безмасковый фотолитограф, это лабораторное оборудование. И на сегодняшний день мы строим новый центр полупроводникового материаловедения, куда это оборудование вскоре переедет, и там будет полноценный технологический процесс производства СВЧ-электроники. Хозяйство Амгинского района в последние годы интенсивно развивается, повышая показатели по сборке и заготовке зерновых культур. Благодаря средствам господдержки хозяйства получили 35 миллионов рублей и построили новый объект. Новый зерносклад позволит сохранить больше зерна и удовлетворить растущий спрос. На торжественном мероприятии открытия склада участие принял министр сельского хозяйства Артем Александров. И начали где-то в конце мая, начале июня, как у нас, металлоконструкция, она жесткая, она, я думаю, все выдержит, все это. И длина 60 метров, ширина 18 метров, высота 6 метров. Спокойно самосвалы заходят, большие зерновозы, они могут разгрузиться, все здесь, вот такое дело. И она все в сваях, круговые свайные пуль и рамбалка. Я думаю, мы успели это закончить перед этим сбором зерна. В Горном Улусе в селе Мытах прошел туристический слет для молодежи. Мероприятие проводилось при поддержке конкурса на организацию и проведение улусных республиканских мероприятий, направленных на развитие муниципальной молодежной политики. Слет проходил 2 суток. Всего собралось 4 команды. Участники посетили экскурсию в местности Бор-Алагагар, показали способности в туристической эстафете. По итогам соревнований команда Мытах заняла 1-е место. 2-е – сборная Горного Улуса, 3-я команда из Берджигистяха. Я убедилась в том, что молодежь Горного Улуса, она подготовленная, имеет определенные представления по специфике туризма. И по молодежным мы уловим последние теплые летние дни. По итогам мероприятия появилась идея включить данное мероприятие в комплексную спартакиаду. Мне кажется, что данный формат и направление будет интересно и полезно для молодежи в будущем. Такими были новости этого утра. Всего хорошего и до встречи в эфире. Уже сегодня, 26 августа, стартует важная образовательная программа от Росмолодежи под названием «Твои возможности». Создана она для инициативных молодых людей, экспертов и специалистов по местному самоуправлению, которые занимаются грантовой деятельностью. Подробнее об этом нам расскажут эксперты-наставники Росмолодежи Екатерина Рябчикова и Эмилия Ибрагимова. Доброе утро. Доброе утро, Павел. Программа называется «Твои возможности». Подробнее давайте, как раскрыть это название, о каких именно возможностях и для кого, собственно, это проходит. Да, на самом
самом деле эта программа больше представляет собой форум-интенсив, который направлен на то, чтобы повысить проектные навыки для молодежи, для активистов студенческих организаций, потому что до 15 сентября принимаются заявки для участия в конкурсе «Росмолодежь Гранты», где непосредственно каждый представитель молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно получает шанс получить грантовую поддержку из федерального бюджета на реализацию социальных проектов. И вот как раз-таки в рамках этой программы 2 дня, сегодня и завтра, мы будем работать, помогать ребятам, чтобы они не просто погружались в технологию социального проектирования, но и в том числе прям в режиме здесь сейчас разрабатывали эти проектные заявки, чтобы это были актуальные концепты, которые могут решить в том числе общественные запросы, проблемы на местах. То есть, допустим, возможно, есть какие-то идеи по тому, как можно улучшить, допустим, студенческие пространства, либо, например, развитие сельских территорий в том числе. И вот как раз-таки инструменты социального проектирования, они помогают упаковать любую проектную заявку, чтобы она не просто помогала самой молодежи развить себя, попробовать, возможно, протестировать какие-то свои идеи, но и в том числе помогла решить общественный запрос, который есть на той или иной территории. Ну вот в целом мы поняли, да, что, ну, как я это понял, речь идет все-таки о тех, о той молодежи, которая участвует в грантовых различных вещах, то есть у них есть какие-то проекты, опять же, социальные. Вот мы это подчеркнули, что нельзя прийти там с каким-то коммерческим проектом, это социальные, и правильно работать именно с грантовой программой. Учение на это заточено. Ну, смотрите, любой проект должен соответствовать некой проектной логике. И социальное проектирование, как Эмилия уже сказала, это про решение социально значимых проблем. То есть часто бывает такое, что у ребят от 14 до 35 и не только, но мы берем конкретно молодежь, они видят, что есть проблемы. Например, не докидывают условно мусор до урны, это проблема экологического характера. Или не хватает творческих каких-то возможностей, не хватает у студентов большое количество каких-то неувязок, так сказать, да, и они стремятся всем своим нутром это решить. Они видят, что у них, может быть, и все в порядке, но, например, есть муниципалитеты, у которых это не развито, у которых просто не хватает финансирования, не хватает знаний. И они идут и думают о том, а как я могу помочь. Потому что у нас в целом, в нашем российском культурном коде заложено помогать другим людям. Заложено. Мы не умеем по-другому, не можем пройти мимо. Голодного накормить, холодного обогреть. Да. И помочь тем, кому это правда необходимо. И вот социальное проектирование — это про это. И поэтому у Росмолодежь Гранты в целом, у Федерального агентства по делам молодежи, да, огромное количество конкурсов. Первый сезон, сейчас второй сезон, микрогранты на разные суммы, форумная кампания идет. И мы приехали как раз для того, чтобы помочь молодежи Якутии упаковать свои идеи и способствовать развитию региона в целом. Чтобы у них, в принципе, было как раз-таки больше шансов, возможности получить грантовое финансирование. Реализовать и уже, то, по сути, да, уже сейчас начинать в рамках этого года реализовывать мероприятия, которые будут решать те самые социальные запросы. А вот сам интенсив, он как-то вот, можно ли сказать, что он больше на кого-то заточен уже как бы там относительно опытных ребят или, наоборот, только начинающих, или одинаково подойдет для обоих категорий? Смотрите, на самом деле, вот как раз-таки мы с Екатериной являемся экспертами-наставниками Росмолодежь Гранты, и в целом есть большой опыт работы с абсолютно любой аудиторией. И даже мы работаем с преподавателями школ, которые после наших обучений учат непосредственно своих учеников. Но если мы говорим про программу «Твои возможности», то, опять же, как нам передали организаторы, что это уже ребята, кто пробовал себя в рамках грантового конкурса. С неким опытом уже. В любом случае у них есть понимание, что это такое. Нам как раз-таки будет уже основная задача чуть-чуть докрутить, сориентировать, где-то улучшить описание. Донастроить. Да, потому что на самом деле не только хорошая, интересная заявка выигрывает, но и в том числе важно, чтобы было соответствие методическим рекомендациям. Есть большое количество нюансов, и вот как раз-таки мы не просто обучаем теории, а на практике помогаем вместе с ними в режиме здесь, сейчас, где они будут с ноутбуками работать, заполнять заявку и прям смотреть, так, давай здесь вот это поменяй, здесь вот это поменяй. То есть такой больше индивидуальный подход. А всего на площадке будет 100 человек, но мы вдвоем справимся с этим. А есть ли какие-то условно маркеры, по которым потом можно определить, что да, вот этот интенсив прошел успешно? То есть, может быть, количество одобренных заявок в будущем или там, наоборот, просто количество поданных заявок?
На самом деле мы стараемся не отталкиваться только от количества, потому что количество далеко не всегда равно качеству. Мы ориентируемся на качество. И если мы поймем, что ребята вышли с пониманием того, как сделать правильно, как сделать красиво и, главное, полезно, да, то есть, конечно, мы открыты к тому, чтобы помочь, дать обратную связь, вернуться к этой заявке. Мы не просто приехали и уехали. Нет, мы приехали, обучили, и мы готовы сопровождать дальше. У нас прекрасно развито сообщество экспертов Росмолодежи, и в регионе, собственно, в республике есть представительство, к которому спокойно также можно обращаться, как к любому другому эксперту, за помощью, поддержкой, консультацией, для того, чтобы как раз-таки после вот этих 2 дней докрутить и подать. Вот. Ну вот как раз отчасти ответили на мой следующий вопрос. Хотел спросить, да, что вот там разовое мероприятие или же потом как-то какая-то возможность продолжить общаться будет у участников, она, получается, есть. Да, конечно. Я тоже прокомментирую. На самом деле важно понимать, что Росмолодежь гранты, конкурс, это в первую очередь именно конкурс. И есть иногда моменты, когда ребятам буквально не хватило 1-2 баллов для того, чтобы выиграть. Это не значит о том, что у них какая-то плохая идея или плохая заявка. Это значит о том, что нужно сейчас что-то еще добавить, и как раз-таки присутствие в регионе наших коллег, экспертов, наставников, просто экспертов Росмолодежи, оно позволяет в практически беспрерывном моменте дорабатывать свою заявку. Либо бывают моменты, когда ребята, например, уже имеют опыт победы в других грантовых конкурсах, не только Росмолодежи, и они, допустим, хотят развить какое-то новое направление. То есть, допустим, поработали со студенческим сообществом, сделали какой-то фестиваль танцев, хотят в следующий раз, например, сделать фестиваль «Уличная классика», либо еще какое-то направление. И, соответственно, мы в этом моменте тоже помогаем, потому что технология социального проектирования, именно мы учим не только, как заполнять заявку, а именно самой технологии. То есть, по сути, мы даем нашим участникам ту самую пресловутую удочку, благодаря которой они смогут неограниченное количество неограниченное количество раз как раз-таки уже ловить рыбу, в том числе больших размеров уже. Это, возможно, фонд президентских грантов и другие гранты-операторы. Ага. Ну, спасибо за такое погружение, наверное, да, в принципе, вот это образовательный сегмент грантовой работы и реализации социальных проектов самое важное, потому что, да, мы отмечали, что социальные проекты — это всегда помощь ближним, помощь там, где ты можешь помочь и сделать что-то лучше. Вам спасибо, вам отличной работы я желаю и, конечно же, отличного дня и хороших слушателей вашего интенсива. Вот. Ну а вам, дорогие зрители, желаем также отличного дня. Завтра вновь увидимся уже в этой студии, будем встречать завтрашний день. А на сегодня желаем улыбки и сил с бодростью.